До 13 октября владельцы временных сооружений должны были самостоятельно убрать свои объекты. Однако часть конструкции администрация демонтирует своими силами. По данным городских властей, уже разобрано около 60 павильонов. Еще около 40 предстоит демонтировать в ближайшие дни. Буквально на прошлой неделе мы общались с хозяевами всех этих конструкций, которые мы разбираем. Предупредили, дали предписание о том, чтобы они сами разобрали то, что они могут. Что-то осталось до сегодняшнего дня, но на сегодня мы уже демонтируем всю вот эту часть, пляжную часть набережной, очищаем от каких-либо конструкций в принципе. На сегодня демонтировано 60 павильонов, предстоит еще 40 демонтировать в ближайшее время. И ждем специалистов из России. Будем заниматься дальше установкой новых конструкций и, в принципе, реконструкцией набережной в общем. По проекту реконструкции набережной Диоскуров число торговых объектов сократится почти втрое, с 70-80 до 30. Новые павильоны будут выполнены в едином архитектурном стиле. Работы на участке от кафе «Пингвин» до поворота на Маяк начнутся в ноябре. Жалоб никаких нет, все с пониманием относятся к тому, что происходит, потому что все, что мы делаем во благо, занимаемся реконструкцией. Это для города в целом хорошая история, в общем, только плюсы. И призываем к пониманию, нам необходимо демонтировать такого рода конструкции. Они никак не вписываются в концепцию набережной, которая нас ждет буквально вот в ближайшее время. Тем временем специалисты уже выбирают материалы, которые будут использоваться при реконструкции. У Сухумской крепости представили образцы камня, из которых изготовят парапеты и декоративные элементы. На данный момент мы рассматриваем несколько видов камней. Это мраморизированный известняк, это гранит, вид отделки. Сейчас специалисты с архитектурного отдела рассматривают варианты, будем выносить на обсуждение между собой, между компетентными специалистами, выбирать материал отделки парапетной части и балюстрадной части и сами колонны фонарные. Но нам, конечно же, ближе мрамор, который вот более светлый. Вот за мной он виден, первый, который ближе к нам находится. И есть такие опасения, что он будет менять фактуру со временем из-за агрессивной среды. Поэтому есть еще вариант, который третий после него. Тот вариант более щадящий и более бюджетный, так скажем, в том числе. Будем рассматривать, скорее всего, между двух вариантов. Первый и второй. В ближайшее время в Сухум прибудут специалисты из России. После демонтажа начнется основной этап реконструкции. Как сообщалось ранее, все работы планируется завершить к следующему курортному сезону. Заур Кварча, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.